Чтобы бороться с закредитованностью населения, потребительские займы сделают еще дороже. С 1 октября Центробанк поднимет ставку резервирования по кредитам для заемщиков, которые уже сейчас тратят на выплаты по всем своим обязательствам больше половины доходов. По подсчетам Объединенного кредитного бюро, это будет стоить банкам дополнительно от 70 до 110 миллиардов рублей. Сейчас, по оценкам бюро, в стране 15,7% заемщиков. Это 9 миллионов россиян. Половину зарплаты сразу несут в банк. По данным Национального бюро кредитных историй, их чуть меньше – 11,3%. Еще 8% заемщиков тратят на выплаты по всем текущим займам от 40 до 50% доходов, то есть находятся в пограничной зоне. Для многих россиян новая норма закроет окошко рефинансирования, ведь если выплаты по всем кредитам отнимают больше 50% доходов, рефинансировать их под меньший процент будет невозможно. Тем временем Росстат сообщил об увеличении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В первом полугодии текущего года бедных стало больше на 200 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент число бедных в России составляет 19,8 миллиона человек. Общий уровень бедности вырос с 13,3% до 13,5%. Росстат отмечает, что показатели уровня бедности имеют сезонный характер. Он максимален в первом квартале и минимален в четвертом. Последнее связано с выплатами премий к Новому году. Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой работы, то есть попадают в квалификационную яму, достигает почти 34 миллионов человек. Квалификационная яма является глобальной проблемой. 23% всех работников в мире, это 1 миллиард 300 миллионов человек, выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. Сейчас около 1 миллиарда работоспособного населения или 36% занятых занимают вакансии, не соответствующие их квалификации. 45% работодателей говорят о проблемах с подбором кадров, 27% о почти полном несоответствии соискателей профессиональным или коммуникационным требованиям. В России перезапустили программу льготных кредитов на покупку деревянных домов. Главная цель программы – стимулирование спроса на деревянные дома заводского изготовления и, как следствие, увеличение объемов их производства. Банки будут предоставлять потребительские кредиты по сниженной на 5% ставке. В результате ставка на дома заводского изготовления в среднем составит 10-12%, что приближает ее к уровню ставок по ипотеке. Действие программы продлили до 2021 года включительно. Бюджет вырос с 200 до 400 миллионов рублей ежегодно. Увеличен срок предоставления кредита, предусмотрено субсидирование кредитования строительства и приобретение деревянных домов на несколько лет. Еще одно новое условие – срок передачи компании деревянного дома заемщику не должен превышать 4 месяцев с даты заключения договора, чтобы обезопасить клиентов от долгостроев. Чтобы их качество домокомплекта было высокое, а в программе не участвовали недобросовестные компании, введен ряд ограничений. Годовой оборот компании не менее 200 миллионов рублей, и она должна быть аккредитована. Также компании необходимо заключить договор об участии в программе субсидирования деревянных домов с банком. Фонд развития Дальнего Востока вложит 600 миллионов рублей в расширение первого в Якутии круглогодичного комплекса по выращиванию овощей и зелени до 3,3 гектаров на территории опережающего развития индустриальный парк Кангалассы. Общий объем проекта составляет 1,75 миллиарда рублей. Инвестиции фонда 600 миллионов рублей. Проект направлен на импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности, так как сейчас приблизительно 80% якутского рынка занимают китайские овощи. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.